если вы изъявите желание в составе вашей земной роты принять участие в специальной военной операции, дополнительно оплачивается еще там 2 класса сверху и плюс еще 8 тысяч за сутки. Это вот ежемесячно. Денежный вопрос все же самый частый, который задают потенциальные контрактники. В мобильном пункте отбора на военную службу объясняют все нюансы работы желающим. Теперь добровольцев принимают не только в военкоматах. Записаться можно прямо здесь. За неделю в такой пункт обращается порядка сотни человек. У потенциальных кандидатов часто задаваемый вопрос – это о денежном довольстве, о социальных гарантиях для военнослужащих. Вот. А также о частях, куда производится отбор граждан. В данное время пункту отбора на военную службу по контракту города Владикавказ доведено задание на комплектование касаемо граждан Республики Ингушетия войсковой части 19-й дивизии 503-го полка. Раньше заключить свой первый контракт могли россияне от 18 до 40 лет. И даже иностранные граждане до 30 лет. Но по указу президента страны ограничения отменили. Теперь вступить на военную службу можно до окончания трудоспособного возраста. Мусора Тумгоева эта новость порадовала. Мужчине 40 лет. И сейчас он задумался о заключении контракта. Просто интересоваться, что, как, чему. Нормально, вариант, или, короче, интересуешь. Все пары, решим, посмотрим. Если у желающего заключить контракт нет военного билета по разным причинам, то это тоже не помеха. Вопрос решаем, если здоровье и возраст позволяют служить. Сейчас в республике вовсю формируют именную ингушскую роту. Первый взвод отправили несколько недель назад. Это больше 30 добровольцев, которые выполняют свой долг на территории спецоперации на Украине. Формируется наш мотострелковый полк, который глава Республики Ингушетия вышел с предложением о том, чтобы наши ребята не в другие части, не в другие субъекты уходили, а именно нас. Чтобы в последующем, уже после проведения военной специальной операции, они могли также продолжить службу на территории республики. На пункте есть и те, кто уже заключил контракт на военную службу. Адам Мамилов часто общается со срочниками. Если у тех бывают вопросы, то охотно отвечает. О своем решении старшина ни разу не пожалел. Я пошел добровольно, потому что это долг, как-никак, не знаю. Отдал свой долг, приехал домой. 6 раз был в Сирии, 2 раза в Украине, как я еще раз говорил. Табахаш был мехтик, еще мехтик лориш, шийцер много слоровиш, мычахма ветси, барта булыш, дачаклал висак, мычахма ветси. Могуш мяш бол, дабахарыш, дабухарыш. По сравнению с прошлым годом число желающих заключить контракт заметно возросло. Военная служба по контракту включает в себя большой пакет социальных льгот. Выслуга 1 год за 1,5, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы. А при участии в спецоперации на Украине статус ветерана боевых действий и страховые выплаты до 12,5 миллионов рублей. Контракт, он на 3 месяца заключается. Это тоже, будем так говорить, человек должен... Есть, которые не служили, ребята, вот, поэтому там, на территории Донбасса, они пройдут специальную подготовку, вот, и уже после этого будут выполнять боевые какие-то задачи, которые поставил уже командир полка. В Ингушетии мобильный пункт отбора на военную службу по контракту развернули всего на 1 день. Далее офицеры отправляются в Каспийск. Однако тот, кто хочет записаться в ряды контрактников, могут обратиться в военкоматы Ингушетии. Хава Газикова, Ахмед Горбаков, Новости 24.